Добрый день всем любителям баскетбола. В этот день, отличный солнечный, практически солнечный день в Гродно, встречаются местная команда Гродно ГРГУ, Гродно 93 ГРГУ, если быть правильным, и ЦОР Борис Фен, серебряный призер минувшего сезона, который, как мы знаем, был доигрывался в начале сентября нынешнего, потому как из-за коронавируса останавливали чемпионат и концовку проводили в формате финала 4, где команды сыграли друг против друга. Ну и там Борис Фен уступил только минским смокам и завоевал серебряные медали. Ну и в белой форме играют вице-чемпион страны, а Гродно темно-синий с белыми полосками. Ну, в сегодняшней встрече, конечно, сложно будет ожидать, что гродненская команда как-то поборется значительно, на мой взгляд, потому как все-таки в этой команде, да, которую возглавляет Руслан Насенко, очень молодые парни. Большинство из них родились после 2000 года. Ну и вот первые очки в этой встрече мы видим, и набирает их 19 номер американец МакБиш. Гродненцы атакуют, а тут из дуги нет, и Зиненко на подборе, и уже полом забрасывает Илья Шарипов. Ну и слышите, как он радуется этому мячу. Ну и самое интересное, что фол на нем заработал тоже Шарипов. Родной брат Ильи, Алексей Шарипов. Разница 11 лет. Тот, кто исполняет штрафной 91-го года рождения. 30-й номер гродненской команды 2002-го. Ну и несложно догадаться, что Илья Шарипов, в общем-то, гродненский воспитанник. У него этот зал тоже во многом родной. И за Гродно 93 все время он выступал. В прошлом году провел в Новосибирске, в России, в Суперлиге. И сейчас вернулся в Беларусь, но в Могилев. Павел Визнец первые очки набирает для своей команды. Здесь Илья Шарипов сверху не добавил после броска Макбрайера, но не получилось. Зиненко на Макбрайера. И очередной фол в этом матче мы видим. Ну, недолго Алексей Шарипов был на
осталось на площадке, 2 минуты 5 секунд. Если будет дотошным, и входит вместо него под 10-м номером Александр Калугин. Макбрайт тем временем забивает штраф. И у нас уже 8-2 счет становится. Ну и быстренько отбирает мяч Борис Фен, и могилевчане начинают очередную свою атаку. Попытка со средней дистанции сложно, но смотрите, да, как по всей площадке прессинг видим в исполнении могилевчан, и приносит это плоды. Но, правда, Макбрайер из-под кольца, казалось бы, 100% ситуация не забивает. А какой отличный пас на Павла Близнеца. Все было сделано очень красиво. Это был Антон Гайдель, 2003 года рождения парень. Ну, вот такой пас. Интересное продолжение нашел. Ну и Павел Близнец станет штрафных, уже это сделал. Перед этим 2 очка были защиты. Со штрафа не забрасывает. Ну, для центрового это, в общем-то, обычная история. Их функция как раз таки бить точно из-под кольца. Вот такие длинные расстояния. Будем считать, что они длинные, да, не всегда хорошо исполняют. Ну и тем более Павел, скажем так, старой формации, тяжелой центровой. Довольно медленный, но главная функция его помогать более молодым партнерам под щитом. Эффектно забрасывает. Мачульский это был здорово, отлично сверху положил. Ну и тайм-аут от Руслана Насенко. 4-12, очень много команда ошибается по первым минутам. В общем-то, все очевидно в этой ситуации. Команда очень и очень молодая. Просто говорю, 19-летние парни, да, это одни из самых старших в составе. А так, 2003 в основном, год рождения подопечных Руслана Насенко. Продолжается прессинг по всей площадке. В результате установка команды. Ну вот еще 2 очка. Не могут свою половину перейти гродненцы. Смотрите, как зажимают, да, вдвоем. Но вот наконец-то перевели мяч на чужую половину. Калугин пошел в обыгрыш. Смотрите, перехватил еще Калугин и Зиненко. Вниз мяч упустил слишком рано. И 3 очка от 10-го номера гродненской команды. Ответ от Каменца, американский легионер команды.
Ходная атака, Павел Близнец здорово играет. Под кольцом подбирает, ну, рослый, 2 метра 10 сантиметров рост у него. Очков. 7-6 на счету Павла Близнеца. Ну, довольно опытный, 94-го года рождения. Зажимают. И все-таки фалит. Фалит Влад Мигульский и Гродненский мячик забаковали. Несколько обманных движений, но Каммингса так просто не пройдешь. Дальний бросок. Смотрите, кто выигрывает подбор. Да, сейчас немного неожиданно было. Дмитрий Махнач, у которого рост 1,80 м, в окружении двух соперников из Борисфена выкрутился, еще и 2 очка положил в корзину на ответ от Вячеслава Коржа. Тоже, к слову, баскетболист, который в Гродно, в основной команде Гродно 93 провел не один сезон. В национальной сборной выступал, так что опытный баскетболист. Блокшот против Дебишепа, 19 номера, 22-летнего американца, первый сезон в профессиональном баскетболе, будем так называть. До этого выступал в Аризоне в студенческой лиге. Сейчас первый сезон перебрался в Европу, будет пытаться цепляться здесь. Даст свой шанс. Ну, в общем-то, вариант с Борисфеном, наверное, неплохой, да, учитывая, что в этом году команда будет играть и на Евроарене, если, конечно, этот евросезон все-таки будет. Ну, как уже должен быть стоять Кубок Европы ФИБА, стартовать в октябре, однако из-за коронавируса будет принято решение сместить все игры на попозже, в январе, пока по планам старт, но тут нет гарантии, что все-таки европейский сезон начнется. Артем Сокушенко, нападающий команды из Могилева. Один из самых молодых. Кстати, с Борисфена 2001 года рождения этот парень. Севастьян. Попытка обыграть Коржая не увенчалась успехом. Неплохо сейчас было. И Махнач трехочковый кладет в корзину. Вот. Теперь это его более как-то типичная работа, да, не то, что в виде парных низа, где он подбор выцарапал под кольцом. 7 минут ровно сыграли команды в этой встрече. Ну и плюс 9 у Борисфена. 23-14. Замена в Гродно, ушел Махнач. А на площадке появился Антон Гайтин. Вернулся, будем говорить так уже. Хотел все.
раз 2 из 2 у Сикушенко. Ну и вот подальше на Шарипова. Он все-таки добирается до мяча. И останется владение угром. Оказалось, что там Сикушенко должен подбирать эту передачу, но все-таки выцарапал Шарипов. Этот матч у соперника, и трудно так продолжится. Ой, здорово, как разыграли гродненцы, и Гайдель на Севастьяна, которого не удержали. Там была серия заслонов, освободили пространство здорово этому парню, и уже без препятствий каких-либо забрасывал. Александр Харкевич сам под кольцо полез. Сложный бросок исполнял, но не попал мяч в корзину. Скорость гола не перехватил мяч. Смотрите, какая еще одна атака. Здорово гродненцы играют. Ну и лишь вот так ценой фола сумели не остановить 15 номера команды Егора Кранина. Первый штрафной точен, а перед этим произошла замена у гостей. Вместо Сикушенко Мороз появился. Вот он первый подбор себя в этой встрече записывает. Тоже молодой парень, 2000 года рождения. В какой еще игре давать этим парням играть, как в поединке против юных соперников. Сегодня нет на тренерском мостике Артура Кривоноса, заболел, и руководитель лавки Денис Пастухов, который, в общем-то, игроком числится еще в клубе, но скорее такой, наверное, Брайер сам скидывает в угол. Ну а из-за других не точно получился сам. Игорь Кранин отлично под кольцо прорывается, и легкие 2 очка. Вот здесь кольцо не захотело принимать как слэмданк, но это первая четверть у нас и фол. Каменец второе предупреждение получает уже в первой четверти. Павел Близнец там вроде бы выше всех был, но мяч не удержал. Блокшот от Павла Близнеца. И сам, да, в роли разыгрывающего сейчас выступил.
ранена. Сейчас два центровых играют гродненцы. Последняя атака первой четверти до конца уж, наверное, будет стучать. Сам полез Макбрайер и забросил. 31-19. Первая четверть у нас с таким счетом заканчивается. Ну, вполне ожидаемо, наверное, но дадим честь гродненцам, они стараются, борются. Увидели мы несколько отлично разыгранных комбинаций. Я бы в первую очередь, наверное, вспомнил, как из аута бросали мяч. Но там Гайдер, когда отличался совершенно один. Там закрутили, через пару заслонов освободили пространство своему игроку, баскетболисту Гродно, 93 ГРГУ, и он уже беспрепятственно забрасывал. Хорошая комбинация, ну и плюс еще когда Кранин там не забросил, свалили, тоже было хорошо все очень разыграно, поэтому есть интересные моменты от молодых парней из Гродно. Такие игры против Борисфена, где много легионеров, хватает опытных белорусских игроков, они наверняка полезны. Уверен, что из этих парней вырастут баскетболисты, которые будут через какое-то время защищать цвета национальной сборной. Это третья игра для обеих команд в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси. Если гродненцы уже проигрывали основной своей команде 77-110, та встреча завершилась. Еще один матч был выигран гродненцами. Команду ЦМОК обыграли здесь, на этой площадке, 83-76. Вообще получается, что Гродно третий тур играет, третий матч на этой арене улицы Гагарина. Гродно был первый домашний против ЦМОКов, второй гостевой против Гродно 93, против главной команды. И вот сейчас против Борисфена. Хороший мяч от Гайделя. Ответ пишет. Павел Близнец не успел. Быстро доставляют мяч на чужую половину гродненцу, но до кольца там не дали пройти. Смотрите, забирает подбор Бишопа. Дмитрий Науменко был 195 рост у парня, 17 лет, еще будет расти, ну и за 2 наверняка будет. Здесь хорошо было, и Илья Шарипов эффектно вколачивает мяч в кольцо, но Илья любит такие перформансы. Сейчас наверняка тоже будет колотить сверху. Нет, сыграл на Бишопа. Пытались сделать баскетбольное искусство, но не понял его партнер, но и соперник тоже мешал. Фиксирует судьи. Сейчас посмотрим, кому.
меняют. Пастухов, ну, честно говоря, не знаю, чем связана эта замена. Что Илья поговорил с Денисом и не очень был доволен вообще этой заменой. 3 очка от Севастьяна. Хороший бросок, а вот Бишоп сверху колотит в ответ. Ошибается Махнач, непонятно, куда делает эту передачу. Руслан Насенко недоволен, спрашивает, да, зачем ты в пол даешь ему, ну и, да, центровому, да еще в такой ситуации ошибся молодой парень. Маркевич. Кольцо полез. И 2 очка от Микульского. Заступил немножко при этом броске. Этих сантиметров хватило, чтобы из 3 очков бросок превратился в 2-очковый. Хорошо играют гродненцы, но здесь не удалось все-таки Дмитрию Науменко забросить, а Павел Близнец уже палит под чужим кольцом. Первое предупреждение у него. И вообще первый фол границы в этой четверти, в которой сыграно уже чуть больше 3 минут. Александр Харкевич. Микульского это первый сезон в команде, до этого он выступал в Импульсе. Прошлый сезон довольно неплохо провел, дебютировал за национальную сборную Беларуси. Пошел на повышение в Борисве. Сдавили здесь Махнача, и Павел Близнец такой чуть руки не оторвал от своего соперника, извинился, и американец Макбрайер принял эти извинения. Второе профессиональное замечание, и замена есть. Севастьяна выходит Калугин. Первый бросок точен. И второй достигает цели. Ирина Макбрайер реализует попытки. Дальний бросок от Махнача, но не достигает цели. Здорово сейчас сыграно, и да, логическое завершение, красивое. Фернандо Зиненко так мягенько сбросил своему партнеру угол, и очень быстро, отличная передача, и Макбрайер наказал соперника. Махнач попытка также ответить из-за угла, но из угла, а не из-за угла. Зиненко пробежку совершает, не согласен с этим. Тоже, кстати, который в свое время в Гродно 93 был в основной команде. Ну, вообще, парня, знаете, интересная судьба. Отец кубинец. Играл в чемпионате Гавана, выигрывал этот чемпионат. Мама белорусская в 2014 году. Решила вернуться в Минск. И Зиненко поехал с мамой. Потом играл в ТГУ. Осваивался в белорусском баскетболе. После был Гродно 93.
Персональное замечание получает Вячеслав Корж. Замена. Зиненко выходит, Сушенко выходит. Сказал я, как Гродно играл, в предыдущей встрече назвал результаты. Борисфена, ну там, в принципе, такие результаты, которые, возможно, упоминать особо не стоит. 2 уверенные победы над Рагуором 105-44 и над Дюшором 124-58. Тоже низкой командой. Такие легкие прогулки. Основное соперничество будет, конечно, у команды с Гродно 93. Ну, понятно, с Цмоками. И сегодня в Минске как раз Цмоки играют с Гродно 93. Кологин получает персональное замечание. Корж. Здорово заметил Сокушенко, но тот показал ложное движение, не стал сразу бросать, и в него Павел Близнец врезался, 3-й фол для него, и так вот за 2,5 минуты примерно 3 фола получил, ну и вполне понятно, сейчас замена. Руслан Лысенко бережет своего центрового, он в этой игре еще пригодится. Науменко. Кологин сам полез, и там уже настучали оно по рукам. Активнее других не вмешался Микульский. Второе персональное замечание было. Кологин мяч теряет, Корж там заметно подкрался. Выбил мяч, но быстрая атака 2 очками не завершилась. Махначным как мог противостоял и выбил мяч в аут. Корж попал под такую сдвоенную защиту, и Калугин здорово здесь тоже среагировал, успел зацепить этот мяч, не дошел до адресата, и там уже партнеры по команде подхватили его. Гайдель. Науменко. Здорово на Калугина. Довели до угла, ну и там Гайдель не добросил до кольца. Вот ответ довольно быстрый. Камень на Сокушенко, и 2 очка на свой счет записывает. Еще одна потеря от гродненцев. Микульский на этот раз 3 очка. Помним, да, как он немножко заступил за дугу, и 2 очка точнее 3 очка превратились в 2. И эффектный слэймданк от Микульского.
55 очков набрал в этой игре Борисфен, но Гродно пока лишь 29, хотя тоже, наверное, для этой молодой команды не такая уж скромная цифра. Хотя, конечно, в первой четверти было 19 баллов, сейчас за 7 минут, второе только 10. Большому изначально все было понятно в этом противостоянии. Вопрос только в том, что сколько выиграет Борисфен, сколько позволит своему сопернику. Фрагментами, повторюсь, парни Руслана Носенко неплохо действуют. Молодая команда будет делать скидку на это. Ну, еще интересный факт. Гродно 93 может брать ГРГУ, вот это вот, который сейчас играет, может брать у основной команды баскетболистов. Периодически пользуется этой функцией. Сегодня важная игра у нас новая в Минске, поэтому сюда никого не командировали. Фол нападения фиксирует судьи. Гайдин так пошел плечом в Коржа. Ну, грамотно Вячеслав сыграл. Спровоцировал соперника на эти действия. Камень сам и застревает у нас мяч. Владение будет у Гродно. 2 минуты 35 секунд играть. Севастьян. Науменко. Вдоль бегитов прошелся, нашел передачу, но там не стал Гайдель сам бросать. А, похоже, зря. Через несколько секунд вновь оказался с мячом, полез под кольцо соперников, ну где его только с нарушением правил остановили. Вот, правда, со штрафными у восьмерки гродненской команды пока не ладится. 2 мимо. И атака Борисфена. Каменс. Здорово сыграл американец, которого после предыдущей атаки гродненской команды был фиксирован 3-й фол. Это тоже неплохо. И Сикушенко фалит на Калугине. На линии штрафных станет 10-й номер гродненской команды. Посмотрим, как у него с этим компонентом. Вновь мимо. 3-й штрафной подряд гродненцы не реализуют. И 4-й. Но подбор остается за хозяевами. Они пытаются все-таки набрать очки в этой атаке и зайти на 4-й десяток набранных баллов. Такой дальний бросок, в ближнюю дужку мяч угодил и за боковую. Да. Шарипов вместо Каменца. Илья Шарипов. Делать оговорки. Играет Гродно. Ну и пока на площадке практически не появляется. В основе вышел.
пару раз ошибся, и Руслан Лысенко посадил его на лавку. Калугин. Нарушение правил от гродненцев. На своей площадке вернулась команда. Нехотя этого, но никто там с Бересена не коснулся мяча, значит переходит оранжевый красный Голевчана. Шарипов, ну и фалит против него. Гродненская команда. Более чем двукратное преимущество гостей 29-61. Все. Заканчивается время на атаку. Мяч дужкой так и не коснулся. После броска Кранина. Атака в первой половине игры в исполнении Бересфена. Апеллирует гродненцы. Судьям требует фол в нападении. Он случился, но уже другим игроком, неправильно поставленным заслоном Морозом. Но до этого на действие Никульского обращали внимание гродненские тренеры, оттолкнул он там своего соперника, но по мнению рефери ничего криминального не было. Попытка бросить трешку издалека, и все-таки на подборе. Первым оказался Кранин, еще раз пытался добавить по кольцу. Уже прозвучала сирена, но штраф пробьет. Сократить отставание своей команды до 30 очков. Не пробивают фол, потому что игроки Бересфена вышли с площадки. Должны находиться на ней по правилам, поэтому если по сути вернуться баскетболистов, Кранин все равно в одиночку там бросает. Неудачно это делает. 6 штрафных подряд гродненцы не смогли реализовать. И уступают 29-61 после первой половины игры. Перерыв и вернемся в Гродно.
Возвращаемся в Гродно, где вот-вот начнется вторая половина матча между Гродно 93 ГРГУ и Могилевским ЦОР Борисфеном. После первой половины впереди гости 29-61. Вторую четверть они выиграли со счетом 30-10. Еще более уверенно, чем первую. Тогда еще 31-19. И вот первые очки после перерыва набирает Бишоп, 19 номер команды. В первой половине он 6 очков набрал. Ну а самый результативный был Пульский, 13 баллов у Борисфена. И Макбрайт, 12 баллов. У гродненцев же 6 очков у Калугина, 5 у Севастьяна, 6 у Близнеца и 5 у Махнача. Это самые результативные в составе хозяев. Я рассказывал, кто там забрасывал гродненцев в первой половине, не заметил первые очки после перерыва. Шарипов набирает свои баллы. Хорошо, Севастьян проходит кольцо и 2 очка записывает на свой счет. Шарипова хорошо напишет по, ну и с полом просто сколачивает, не замечает соперника. Да, эффектный красивый момент, и благодарит Илью Шарипова за передачу. Своевременно получилось. Со штрафом не удалось поразить кольцо американцу, но преимущество такое, что могут много раз промахиваться могилевчане. И не факт, что это каким-то образом поможет гродненцам. Шарипов. Викульский поменял стороны. Получил мяч. Не зря бегал, лезет под кольцо и туда такая передача Макбрайера через всех игроков защиты гродненцев, ну и забивает. Павел Близнец там был рядом, но бросок не смог заблокировать американского разыгрывающего. Калугин. Шарипов. Калугин решился на такой дальний бросок, но немножко опрометчив. Наверное, но подбор остается за хозяевами. И здесь, да, такой момент обидный, наверное, для гродненского игрока под номером 4. Дмитрий Махнач за соперник, упал, но мяч потерял. Бишоп еще один мяч забрасывает. Близнеца Павел из-за дуги, ближняя душка встречается на пути мяча, и атака уже Борисфена. Макбрайт с отклонением бросал, Калугин фалит на линию штрафных стоит. Первый бросок точен. А второй мимо. Первый раз
со штрафа мажет американец. 7-я попытка стала неточной. Ой, Макбрайер тоже решил эффектно завершить атаку, но немножко не хватило, наверное, ему высоты прыжка, и подушку ничего не задел, но хорошо, что тут травму не получил, что такое тоже, в общем-то, возможно. Махнач у Павла Близнеца, тут в краске, но подбирает пишет у него мяч. Илья Шарипов на Макбрайера. Эффектно, но эффективности немножко в этой атаке не хватает, и лишь штрафные. Махнач второе предупреждение получает. И замена. Двойная. Все-таки не двойная. Судя по всему, Бишопа будет менять. Скамейкой, Мороз сидит. Ну и первый бросок американца цели достигает. И второй также. Но мимо. Махнач на Севастьяна. Ну и корзина против того, чтобы мяч опустился на площадку. Корзина тоже застревает, но останется у Гродненцев владение. И следующая сторона ситуации. Опять Гродненцев. Макбрайер. Ну и довольно легко вводят мяч в корзину. Вот смотрите, какой здесь неплохой ответ от Гродненцев, но точного броска мы по-прежнему не видим. Ну и здесь Науменко еще пробежку совершил, Микульский его там затоптал и вроде бы маленькими шажками выдвигался Науменко, и этом вряд ли стояли. Фиксировать. Макбрайер еще 2 очка записывает на свой счет. Уже у него становится 17. Самый результативный игрок в мире. Науменко. Там его вдвоем жмут и ошибается. Что, делают красоту. Хотел, но, по-моему, Илья Шарипов немножко не поверил в то, что набросит на кольцо. Коллега по команде такой мяч залетел в корзину, но не так, как могло это быть. Получились довольно простые 2 очка. Середина третьей четверти у нас и 36-78. Хозяева площадки уступают, и Руслан Насенко берет минутный перерыв, чтобы поговорить со своей командой. На повышенных тонах разговаривать с командой. Ну, вообще, Руслан требовательный тренер. Знаю это, честно говоря, не понаслышке. В свое время учился в Украинском политехническом колледже. Он там работал, доводилось играть под его руководством, и довелось прочувствовать всю эту строгость и требовательность тренера.
встречает. Потеря. Копачев. На перехвате, здесь под кольцом мяч каким-то образом получил. Немножко комичным, все равно не забросил, выходит из трехсекундной зоны. Гоняли мяч, два паса было, ну и атака вновь неточная у Борисфена. Ой, здорово, красавчик просто Махнач. Здорово сыграл, хитро обыграл своих соперников и эффектно положил мяч в корзину. Чуть менее эффектный, но тоже красивый ответ в исполнении Борисфена. Гродненцы пытались здесь сделать красоту, но Калугин не попал. Сикушенко забрасывает, и попытка быстрого ответа от Гродно останавливается ногой и в исполнении Борисфена. Махнач командует действиями своей команды. Гайдель послушал своего разыгрывающего, но немножко не хватило точности. Порш. Краску транзит дальше на периметр, опять в краску, ну и Александр Копачев набирает еще 2 балла, 4 становится в этой встрече. Гайдель проход увенчался успехом, здорово сыграл. А здесь уже не успевает Сикушенко, казалось, но пришли, накрыли первую попытку, со второй уже не справились. Махнач сам полез, здорово, передача на Кранина, ну и тому не оставалось ничего, как просто забросить. Ну и обидно было, конечно, ночью, да, учитывая, что он там смело так пошел в кольцо, нарисовал тут отличный пас, и он должен был просто превратиться в ассист. Кранин воспользовался шансом. Гродненцы вроде бы много-много проигрывают, но моментами очень интересный баскетбол мы видим в исполнении. Гайдель сам пошел, но не дотянулся до мяча после перевода за спину. — 42-88 счет у нас уже того. Скоро разменяют сотню. Баскетболисты Борисфен. Порш. В принципе, показал бросок, не стал этого делать. В итоге дошло дело до Каменса. Показывает, что не били там по рукам, но не знаю, я как и судьи, честно говоря, тоже никакого фола не заметил. Пробежка от Сикушенко. Менял решение прямо в воздухе. В итоге так ничего не вышел. Гайдель неплохо, Науменко, но стормозил все равно атака это. Науменко сам. Кранин.
отвалился от него Корж. Все в рамках правил, тем не менее, с разницей отличиться не смогли. Вячеслав Корж должен забрасывать, да, так и есть. Свободный бросок был, абсолютно никто не успевал перекрывать. И 3 очка, почти 50 баллов преимущества у гостей. Каммингс сам запутался, сам кадрал, сам запутался, но и выкинул мяч по итогу аут. Сумбурная 10-секундка у нас такая получается. 16 секунд до конца третьей четверти. Или первой после перерыва, можно и так сказать. И видим опять прессинг по всей площадке. Стараться как можно больше сложности перенести. Ну и еще 2+1 есть шанс набрать у Микульского. Первую часть комбинации, скажем так, он выполнил. Ну и сейчас исполнить штрафной бросок. 2+1. Комментированные мной. Включились и доведет ли Гродно атаку. Блокшот Сикушенко. Микульский. Чуть-чуть силы броску, наверное, не хватило, а так в принципе он был близок к тому, чтобы еще 3 отправить в кольцо, такую дальнюю в завершение этой третьей четверти. Ну и без того, конечно, счет очень грустный для команды Руслана Насенко. 42-94 его парни уступают. — 13. Таков итог третьего отрезка этой игры. Ну, пока стабильно, да. Меньше 30 не набирал Борисфен в каждой из четвертей. Это Гродница, если в первой еще более-менее, да, почти 20 очков, 19, если быть точным, набрали. А дальше, конечно, сложнее. 10, 13. Но будем надеяться, что эти парни точнее будут в заключительной части матча. Возможно, состав мешками на площадке, хотя идет Корж, Микульский. Остаются на паркете поддержка Грека. Микульского, к слову, уже 16 очков. Больше него в этой встрече отличился только Макбрайер, 19 баллов. Ну и еще 3 игрока, которые отличились больше, чем 30 очков. У Шарипова 11. У Бишопа 12. И у Сикушенко 13. У Микульского еще 4 перехвата в этом матче. Только же, кстати, у Макбрайера. Такой бросок, который хочется назвать антитехничным. Тем не менее, сохраняют легчане. Там Мороз пытается в краске открываться, но Найденова все равно не доводит. Корж. Каммингс. Сложное движение. Выпрыгнул, бросил, но намахнулся.
Гродненцев достигает цели. Сегодня он 2 из 3 реализовал. И ошибка еще одна от гродненской команды. Ошибся Никита Богдан, 2003 года рождения. Не так много, точнее, сегодня он играет. Ну, Мороз винил его в антитехничном броске, ну и сейчас здорово сыграл парень. Сверху колотил просто этот мяч. Севастьян. Меняют мяч. Науменко полез под кольцо. Мяч на периметр. Нет возможности для броска. Ох, как здорово Гайдель сыграл на Науменко. Пас хитрый. Но бросать уже нужно. Время на атаку заканчивается. И под забора, что называется, мяч все-таки в корзину не влетает. Каммингс из-за дуги. Тоже не точно. Но подбор от гродненцев. Каммингс все-таки из-под корзины. Набирают 2 очка. И вот сотню меняют могилевчане. Ну а Павел Близнец, по-моему, как получил 3-й фол, так Руслан Лысенко его выпускает. Агат Бруя, его 4-й фол. Перехват, ну и что? Получится атака. Три очка Севастьяна. Ответ от Компачева. Также 3 балла. Микульский. Что будет делать красоту? Вот она. Наброс Коржа и эффектный слэм-данк от Каммингса. Гайдель. И перехват от Каммингса, да. Просто разрывают сейчас гродненцев гости. Ну и хитрый пас от Коржа. Правда, Морозы там уже мешали. Сложно будет выносить мяч до корзины. Станет он на линию штрафной. Гродненцев, кстати, 2 баскетболиста добрались до отметки в 10 очков. Это Дмитрий Махнач и Евгений Севастьян. Гайдель больше всего команды теряют мяч. По 9 потерь парни совершили. Конечно, очень много ошибок. Ну и понятно, да, я уже говорю, молодые баскетболисты еще сталкиваются тогда с таким довольно приличным прессингом соперников. Понятно, что теряться не будут. Просто еще только начинаются в баскетболе, а в Борисфене каждого было очень баскетболист. Микульский. Еще один быстрый ответ и еще одна попытка сверху забросить. Добавляется второй Мороз. 60 очков преимущества у команды, 106-45 в пользу Борисфена. Ну и Павел Близнец вышел немножко подсократить разницу. 10 баллов теперь у него. Ну, к слову, 8 подборов, а дабл-дабл может сегодня доиграть, несмотря на то, что команда так вот много проигрывает. Алексей Шарипов сам полез и забрасывает. Там Зименко очень желал предотвратить эту атаку, поставить блокшот, но
мяч все равно проскочил, как, в общем-то, и Шарипов мимо него пронесся. А вот ответ Ильи Шарипова. Две атаки от братьев подряд мы увидели. Но Илья большим количеством очков ответил. Гадель полез. Еще одну потерю чуть было не совершил, но мяч удачно к нему уже отскочил, и ассист все-таки состоялся. Павел Близнец становится самым результативным игроком в грозненской команде. И вот Шарипов из-под брата слэм-данк, ну и, по-моему, там что-то ему говорит. Смывается над младшим. Такой вот наглец старший Шарипов. Очков уже у Ильи Шарипова. Третий бомбардир в своей команде. Ну и, в общем-то, в матче тоже третий, как говорил. 12 очков у Близнеца. Это лучший в составе игрок. 4 минуты до конца этой встречи. Односторонне складывается. Шарипов в угол и блокирует. Не знаю, уже считают это за блок. Брайер. Ах. Красиво могло быть, но Павел Близнец прочитал. Так, Шарипов. Не ждал совсем этой передачи. Не понимает Севастьян, как вообще такое могло произойти. Почему его партнер так внимательно отнесся к ситуации. Тем более, что на него, на Севастьяна, выходил защитник, мешал ему и сбрасывал на свободного партнера, чтобы тот спокойно забрасывал. Но Шарипов проспал, откровенно говоря, этот момент. И лишил сам себя, лишил возможности набрать еще 2 очка. И в 2 раза увеличить свой багаж. Всего 2 балла у этого парня. Еще одна красивая атака, и на Брайере фалит Калуги. Третье персональное замечание у 10-го номера грозненской команды. Ну и Брайер на линии штрафных. Очков у него после этого точного броска становится. 21 балл. Ну вот, несмотря, кстати, на то, что так много забрасывает Борис Фен, да, вообще доминирует в этом матче, еще пока ни у кого нет дабл-дабла. Ближе всех к этому показателю Бишоп 14 очков и 9 подборов. Перевод. Шарипов. Сложный бросок от забора забивает. 3 очка. Нет, похоже, заступил. 2 балла засчитано. Александр Харкевич, простите, и 3 очка забрасывает. Хороший бросок. Ну и первые баллы для Александра в этой встрече. Опытный баскетболист.
Борис Фен, по сути, это его жизнь, да, и в этой команде уже очень-очень много лет. И сам Могилевчан. 120-53 и даже сейчас будет 122. Макбрайер еще 2 очка набирает. 23 балла на счету этого защитника. И еще одна потеря. Руслан Насенко там просто негодует, а Шарипов не забрасывает. Макбрайер добавляет. 25 баллов у него становится. Ну и тайм-аут. Тайм-аут Руслана Насенко. И на повышенных тонах. Сейчас что-то покричал. Даже круг такой сделал вокруг своей оси. Не понимаю, как его парни так действуют. Ну, в общем-то, Руслан Насенко можно понять. Это человек, который в свое время играл в той команде, которая в Беларуси не знала равных на стыке 2000-х годов. Восьмикратный чемпион Беларуси. Ну и с 98 по 2004 выигрывали гродненцы золото национального турнира. И в Еврокубках периодически были неплохие результаты. Тут был российский Уникс, когда на тот момент тоже был топовой командой. Вот здесь в Гродно проигрывала табличному составу. Ну и Руслан Насенко был причастен к тем победам. Пускай завершил карьеру в здоровье довольно молодом возрасте. Харкевич вынудил Калугина совершить пробежку и за минуту до конца этого матча еще раз попытаются отключиться гости. Харкевич из-за дуги и еще одну трехугладе. Махначный, Шарипова, ну и тот, казалось, опять не ждал передачи. Калугин самый такой вот, в каком-то смысле, наверное, пижонский бросок исполнял. Ну и не получилось отличиться. В угол на Харкевича. И Александр еще раз хотел отличиться. Чуть-чуть не попал. Фалит Шарипов. Второе персональное замечание. Ну и фоллаута мы можем. Фоллаута мы не видели и можем только это сделать, если Павел Близнец. Отличиться со знаком минус, но не стали даже доигрывать последние секунды этого матча. Павел Близнец положил на площадку, казалось, все, давайте заканчивается это безобразие. 53-127. Такой вот разгром мы сегодня увидели. Подведем цифровые итоги. 25 очков набрал Брайер, самый результативный игрок этого матча. Еще 8 передач не его счету. До дабл-дабл, как я и говорил, у Борис Фена никто не дотянулся. По 13 очков набрали Сикушенко и Каминг. 16 у Шарипова и у Бишопа. В гродненской команде Севастьян 10 баллов, столько же у Махнача, и Близнец самый результативный игрок, 12 баллов в активе этого баскетболиста. Ну и 8 подборов еще отметим на его счету. Ну вот, кстати, Махнач 6 отметился. Такой результат
результат сегодняшнего нашего матча. На этом из Гродно мы с Гродно не прощаемся. Будет еще одна трансляция, уже гандбол. Вместо Кронова примет команду СКА Минск. Встреча в 16 часов начнется. Тоже приглашаю посмотреть. Ну а пока прощаемся. Александр Ярмаш комментировал для вас эту встречу.